дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қош жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгер, бұл оның кәсіпқой дебюті. Оның бойы 180 сантиметр, салмағы 93 келі. Атырау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Ерлан Шакишев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында бір жеңіс, бір жеңіліс. Оның бойы 183 сантиметр, салмағы 93 келі. Тбилиси, Грузия, қарсы алыңыздар, Гурами Цвитадзе! Рефери Ақтілеу Аскербайұлы. Менің мұқиятындаймыз, стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіндер, ережені ұтмаймыз. Амандасамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Ну что, бойцы готовы? Ақтілеу Аскербайұлы будет реферить в этом поединке. Видим, как заряжен Гурами. Чувствуется напряжение. Все. Ақтілеу Аскербайұлы разрешает нам начать поединок. И с такого немножко корявого лоу-кика с левой ноги начинает. Да, Гурами. Опасно сейчас было. Да, такое, так можно сказать, драка в телефонной будке сейчас происходит, да? Размены, перевод. С зацепом, аккуратненько так. Шакишев сейчас переводит в партер. Немножко застоялся, да, после хайкика, обрати внимание. И было такое ощущение, что немножко был потрясен Шакишев. Да, От тяжей таких резких ударов не ожидаешь, если честно. Я немножко другого темпа ожидал от Звиададзе, но вот ногами удивил. Сначала показал лоу-кик этой же левой ногой, потом правой ногой, а потом левой ногой. Тут, наверное, Шакишев подумал, что будет лоу-кик, да, и на этом и подловил его, кстати. Да, и Звиададзе. в тяжелом весе Исатай очень редко увидишь ударами ногами в голову, да? Да, еще так быстро это было. Ну, выглядело на самом деле очень быстро, особенно для тяжелого веса. Да. Сейчас такая возня, да, в партере. Немножко позиционная работа, вяжет руки. Шакишев пытается работать, держит осанку правильно, в принципе. Неплохая работа в гарде у него. И насыпает. Ударами есть сайд-контроль. Да, и будет попытки проведения, добивания локтями, скорее всего, сейчас попытался. Да, локти потихонечку подключает Шакишев. Шакишев. Возвращает должок за тот хайкик. Да, хоть и очень опасная такое, да, такая позиция, но пока нивелирует все такие ущербы максимальные для себя Гурами. Очень динамичный бой. Пока не совсем понятно, на что нацелился Шакишев. Да, такие локти с минимальной амплитудой, но с большим дискомфортом. Интересно будет, если он оттуда сделает Кимуру. Да, да, очень интересно посмотреть, как ты говорил, что это коронка. Ну сейчас Шакишев проводит добивание хаммерфистами. Да, но обрати внимание, взрывы не так долго длятся, да, возможно, как хотелось бы. Да, возможно, Шакишев экономит свое кардио. Сейчас пытается, насколько я понимаю, возможно, улучшить позицию, пойти в маунт, сесть, но, наверное, это все-таки плохая идея. Маунт не такая устойчивая позиция, если сравнивать с сайд-контролем, да, чуть легче держать здесь, но бить сложнее. Да, с маунта бить легче, но удерживать сложнее. Ох, и тут обратно какие-то полулокти залетают, да, со стороны Шакишева. Сначала бил руками, а потом резко укоротил удар, да, скажем так, начал локти бить. И пошла уже кровь у нас. Да, только непонятно у кого. Ручной треугольник? Нет, успевает разворачиваться спиной Звиададзе. Шакишева есть еще возможность немножко побить. Ох, в очень опасном положении Гурами находится, но сейчас осуществил такой маленький свип, но не до конца. Ну, немножко тревожно за контроль в исполнении от Шакишева, потому что очень легко разворачивается Звиададзе. Он и на живот лег, и обратно развернулся. Немножко плотности, да, в работе, наверное, не хватает. Да, ты говорил про рассечение, но, скорее всего, у Шакишева рассечение с носа бежит кровь обильно. Да, и это как раз-таки плюс в пользу грузинского бойца.
Да, да, кровь из носа Нацелился затрудняет все-таки дыхание. на ручной треугольник, смотри. Да, но Сможет Гурами- ли он обойти здесь халфгард, или же все-таки застрянет? Гурами что-то умудряется еще и говорить во время боя. Ну, наверное, рассказывает о том, что ему на нем тяжело будет сделать. А ручной треугольник, даже лежа успевает попадать. Да, огрызается снизу. Отключает потихонечку руку. Да, Мало очень остается времени. И очень интересно будет посмотреть во втором раунде, что будет у ребят с кардио. Да, да, вот ты прав, красота. Интересно будет посмотреть, как дышат оба спортсмена, тем более с такой большой массой. Да, старт был довольно-таки резкий, да, если вот мухачи у нас начинали так аккуратненько, не торопясь, тяжи пошли сразу в ва-банк. Еще такое ощущение, как будто Гурами приспособился к работе Шакишева, да? И сейчас Садится все-таки full mount. не ощущает такой большой угрозы, что ли. Чувствует себя свободно в этой позиции даже. Просто прижался к спортсмену и нивелирует все такие угрожающие моменты. Да, оба спортсмена, да, были близки к досрочной победе в этом раунде, но Да, да, и видим, тяжело возвращается в свой угол Шакишев, как и Гурами. Видно, как тяжело обоим спортсменам. да, один очень плотно так прессинговал. Первому приходилось выживать во втором И раунде. вот этот хай-кик, незаметный, быстрый хай-кик. Да, вот здесь вот застоялся, да, немножко Шакишев, я вот этот момент не понял. Да, такой незаметный хай-кик очень. Гурами показал такую красоту удары ногами. Я так понимаю, сейчас он больше будет стараться работать именно в стойке. Да, попытается не давать бороться своему визави. И вот как раз таки концовка, где был full mount, но было очень уже поздно, да, делать какие-то Да, действия. сейчас, скорее всего, на первый план выйдет кардио одного или другого спортсмена. Да, возможно, там списать, да, на некую ошибку от Звиададзе, то, что он оказался внизу. Ну, как мы понимаем, из-под тяжа вылезти очень тяжело, даже если ты сам тяж, поэтому во втором раунде, возможно, без этой ошибки бой пойдет у него получше. Сейчас мы поймем, была ли это ошибкой, либо это на самом деле мастерство Шакишева. Видим, Шакишев стойку поменял, сейчас работает левше. Опять вот насыпает этих хайкиков, довольно-таки энергозатратные удары. Ногами бьет, как руками. О! И пропущенный левый удар, сейчас будет добивание от Шакишева. Очень жесткий удар пропустил, и сейчас останавливает бой. Все. Неожиданная концовка. Мы от Шакишева ждали борьбы в этом поединке, а он вышел, поменял стойку. И просто нашел, чем удивил, да, удивил соперника, срубил. Сейчас увидим вот этот момент. Нашел, чем ответить на удары ногами от Гурами. Очень жесткий Ну, левый здесь не удар. было удара как такого, да, в голову. Есть такое ощущение, что Звиададзе просто при развороте потерял равновесие, да, но из-за того, что уже оказался внизу, Шакишев его уже не пощадил. Да, жесткий ground and pound. Да, уже второй поединок этого турнира заканчивается во втором раунде. Ерлан Шакишев дебютирует с победой, а рекорд Гурама становится отрицательным. У него 2 поражения и 1 победа. Что-то объясняет Гурами своему тренеру. Скорее всего, объясняет, что, возможно, подскользнулся или что. Но была пассивная защита. Да, не было как такого урона, да, но человек не отвечает на удары, не защищается Да. активно. Остановка была Да. легальная. Поэтому претензий нет, конечно. Не должно быть.
Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, рефери Әскербайұлы бұл жекпе-жекті екінші раундтың 35 секундында тоқтатты. Техникалық нокаутпен жеңген Ерлан Шакишев!